Ого, как красиво. Да, реально очень классно. Это фотки с прошлогоднего шоу дронов, но я слышал, что будет в этот раз еще круче. Сегодня вечером нужно обязательно туда сходить. Привет. 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 Привет тебе. Вы куда-то вечером собрались? На площадь. Там шоу дронов будет. Идите с нами. Да, можно. Давайте еще Альтаира позовем. Сейчас я ему позвоню. Ну что? Не отвечает. Он, наверное, на работе и телефон не слышит. Как? На работе? Альтаир? Да, ты Мириса, ты не знала? Он же недавно устроился курьером работать, теперь вот еду доставляет. И зачем им это? Сейчас же каникулы, почему просто не отдыхать? Ну, он на скутер хочет накопить. Ну, теперь понятно. Молодец, конечно. Кто-нибудь из вас знает, где он работает? Может, сами к нему сходим и спросим насчет вечера? Я знаю, тут как раз недалеко, думаю, минут за 15 дойдем. Альтаир, подожди. О, привет. Откуда вы здесь? К тебе пришли. Руслан звонил, а ты не ответил. Наверное, не слышал. Что вы хотели? Спросить, ты пойдешь сегодня с нами на шоу дронов вечером? Блин, не знаю. Могу опоздать. У меня еще один заказ есть. Да ты не переживай, время еще есть. А хочешь, мы этот заказ с тобой доставим, а потом вместе на шоу поедем? Да, давайте. Только я сейчас велик оставлю и пойдем. Хорошо. Здравствуйте. А вы это вы? Да, я. Это доставка еды. Наконец-то! Я вижу, вы не торопились. Придется вам плохой отзыв оставить. Нет, пожалуйста, не оставляйте нашему другу плохой отзыв. Это он из-за нас долго заказ доставлял. Да, если бы не мы, он бы давно уже на велике приехал. А так ему пришлось пешком идти с нами. Ага, и если вы оставите ему плохой отзыв, он может потерять работу. Она сейчас ему очень нужна. Ну хорошо, хорошо. Не буду оставлять отзыв, но вы мне за это кое с чем поможете. Хорошо, а что именно нужно сделать? Да, у меня мой ноутбук стал барахлить в последнее время. Кто из вас разбирается в технике? Я разбираюсь. Дома Джеки всегда с ее телефоном помогаю. Отлично. Проходите, он у меня на столе стоит. Ну что там, может, получается у тебя? Нет, Алиби, ноут сильно висит, ничего не помогает. Я думала, ты быстрее справишься. Не забывай, что нам еще на шоу дронов идти. Я помню, Аделя. Сейчас, подожди пару минут, сейчас все получится. А чего это он выключился? Это вообще нормально? Не знаю, Рима, в ролике такого не было. Вообще супер. Молодец, Нурсултан. Ты вместо того, чтобы починить ноутбук, ты его доломал. Пожалуйста, дайте мне минуту, сейчас все увидите. Ну что, удалось отремонтировать ноутбук? Да, тут ерунда такая. Сейчас он перезагрузится и будет как новенький. Угу. Ну, отлично. А то вы знаете, я профессор. Мне нужно писать научную статью, а ноутбук постоянно зависает, представляете? Что-то он долго перезагружается. С ним точно все в порядке? Это называется глубокая перезагрузка. Лучше сделать вручную. Что-то я первый раз об этом слышу. А вы точно меня не обманываете? Сейчас сами все увидите. О, отлично. Заработал. Молодцы, ребят, спасибо. А ты случайно не учишься на программиста? Нет, я еще школьник. Ну понятно. Ну, поступать будешь, видимо, в университете на программиста, да? Не знаю, еще не задумался. Да зачем об этом думать, если нам только через год поступать? А вот здесь ты совершенно не прав. Чем раньше задумаешься о своей будущей профессии, тем легче вам будет учиться. И вы будете не просто работать, но и заниматься любимым делом, представляете? Но мы пока не знаем, чем хотим заниматься. Да и талантов у нас особо нет.
Талант есть у любого человека, только нужно его вовремя обнаружить и раскрыть. Знать бы еще, как это еще сделать. Ладно, нам пора. Скоро же ведь шоу дронов начнется. Точно. Точно. Ребят, ладно, не буду вас задерживать. Спасибо вам большое. Кстати, у меня к вам небольшая просьба. Вы можете завтра подойти и помочь мне кое-в чем? Да, конечно, мы поможем. Ну, спасибо. Ну все, бегите, не буду вас задерживать. Спасибо. До свидания. Пока-пока. Пойдемте нас провожать. Альтаир, ну ты даешь, как ты смог включить ноутбук этого профессора? Да, там есть секретный клавиш, который помогает запустить и устранить ошибку. А ты нам почему никогда не говорил, что круто шаришь в компах? Да, повода не было. Да, дружишь с человеком с первого класса, думаешь, знаешь о нем все, а оказывается ничего. Да, это точно. Ну, Альтаир, ты нас сегодня реально удивил. Если бы не ты, Нурсултану пришлось бы новый ноутбук профессору покупать. Я сам бы его включил, просто чуть-чуть позже. Ну-ну, конечно. Да я серьезно. Ладно, давайте не будем спорить, а пойдем уже. Скоро шоу дронов начнется. Ладно. Классно вчера на шоу дронов сходили. Не говори, у меня до сих пор эмоции через край. Да, может, сегодня куда-нибудь сходим? А тебе на твою работу разве не надо? Нет, у меня 2 дня выходных, так что я с вами. Здорово. Вот тогда нам нужно скорее решить, куда дальше пойдем. Ну, видимо, для начала к профессору Абулайсу я отвечу. А зачем это? А вы забыли? Он вчера попросил нас зайти к нему, и мы обещали то, что зайдем. Точно, у меня это совсем из головы вылетело. Ну, раз пообещали, то значит надо зайти. Да, согласен. Он как раз говорил то, что будет ждать нас. Ну тогда пошлите. Сперва зайдем к профессору, а потом подумаем, чем еще заняться. О, ребята пришли, спасибо. Здравствуйте. А как иначе? Мы же обещали. А вы знаете, уважаю людей, которые держат свои слова. Так о чем вы хотели нас попросить? А, ребята, тут дело такое. Присаживайтесь. Я вчера обнаружил в своей кладовке старые книги. Ну и решил за ненадобностью их продать. Но времени продавать у меня совершенно нет. Может быть, вы поможете мне с этим делом? Да, конечно, мы поможем. Угу. А сколько вы хотите денег получить за каждую книгу? Вы знаете, книги старые, но очень интересные и полезные. И просить много я не собираюсь. Ну, может быть, тенге за 500 за каждую книгу. Ну, хорошо. Угу. Недорого. Гораздо быстрее продадим. Молодец, правильно соображаешь. Здравствуйте. Здравствуйте. Пап, привет. Привет. Привет, Тимур. Знакомьтесь, это мой сын Тимур. А это ребята, которые любезно согласились мне помочь продать вот эти старые книги. Ну, как хочешь. Ну что, ребята, справитесь до вечера? Да, думаю, книги не так уж и сложно продавать. Ну, тем более, ребят. Ну все, тогда до вечера. Да, до свидания. Ну, пока. Ребят, там в коридоре еще лежит стопка книг, можете захватить ее, хорошо? Хорошо. Угу. Пап, ты же не просто так попросил их помочь. Что ты задумал? Ну, конечно, не просто так. Ты понимаешь, этим детям на следующий год поступать в институт нужно будет. И я хотел помочь им определиться с их профессией в будущее. Но также обнаружить в себе самые сильные стороны. Пап, опять ты за старое. Я готов поспорить, что у тебя ничего не выйдет. Да? Ха. Ну, давай поспорим. На что спорим? Если я выиграю, то ты оплатишь учебу всем этим детям. Всем? Всем. А что ты так испугался? Ты же у нас бизнесмен крупный, богатый, денег хватит на всех, а? Ладно, договорились. Согласен? Согласен. Ну и отлично. Ну что, пойдем попьем чай? Все. Я как раз Пойдем. купил. Пирожное купил. Пойдем. Пойдем. Проходи.
Нурсултан, объясни, что ты задумал? Наберите терпения, сейчас сами все увидите. Распродажа? Ты серьезно? Ты думаешь, это поможет? Понятия не имею, это же чистый маркетинг. Не стесняйтесь, подходите, суперакцию не пропустите. Редкие ценные книги только у нас всего по 500 тенге вместо 5000. Успейте купить себе или в подарок. Количество ограничено. Хорошая попытка, Нурс. Но не думаю, что это сработает. Да, что-то пока никто не спешит у нас книги покупать. Наверное, мы не созданы для продаж. О, сейчас продажа. 5000. Давайте мне, ребят, 3 книги. Да, конечно, сейчас все сделаем. Все, спасибо, удачи вам. До свидания. До свидания. О, крутая у вас акция. Я возьму 5 книг. Да, конечно. Вот. Угу. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Выходит, что вы уже все книги продали, что ли? Да, все до одной. Да, ребята, быстро вы управились. Кстати, вот деньги за ваши книги. Можете оставить их себе. Купите мороженое. Если хотите, конечно. Правда? Конечно, правда. Спасибо. Ребят, скажите, пожалуйста, а кто из вас больше всего продал книг? Ну, если честно, все книги продались благодаря плану Нурсултана. Да, если бы не его крутой маркетинг-ход, у нас бы ничего и не вышло. Значит, получается, что Нурсултан умеет лучше всех продавать. Получается, что так. Молодец, Нурсултан. Ну, я думаю, что и остальные тоже постарались. Конечно, видели бы вы, как мы бегали за прохожими в парке, чтобы продать им ваши книги? Представляю. Ой, извините, надо ответить. Да, Роза? Да? Роза, я сожалею. Ты знаешь, у меня проблематично, конечно, но... Ладно, я постараюсь. Что-нибудь придумаю, хорошо? Угу. А что случилось? Да знакомая приболела. Просила купить кое-что из продуктов и лекарства от простуды. А я, как назло, не могу выйти из дома. Почему? Да вчера потерял ключи от входной двери. Теперь нужно ждать, пока заменит замок. А это минимум 1-2 дня. Давайте мы сами к вашей знакомой съездим. Вы сможете? Да, как раз на сегодняшний день у нас планов нет. Мы свободны. Отлично. Я сейчас напишу список, хорошо? А зачем мы сюда пришли? Мы собирались навестить знакомую профессора. Так есть. Нам сперва зайти в супермаркет, купить ей необходимое. Да, причем строго по списку, потому что его подруге не все продукты подходят. Ну тогда давайте список и вперед. Кстати, у кого он? У меня сейчас застану. Алиби, ну чего так долго? Где список? Он был у меня в кармане, но я никак не могу найти. Ты че, его потерял? Получается, что так. Ну замечательно. И как мы теперь узнаем, что нам надо купить? Давайте позвоним Абулаю Саятовичу и попросим его скинуть список в WhatsApp или в Telegram. Ну, стрём какой-то. Он подумает, что мы даже с такой элементарной задачей справиться не сможем. Да, давайте вспомним, что все, что было в списке. Мы все его видели. Ну, я лично ничего не запоминал. Я тоже. Я же не думала, что Алиби его потеряет. Может, тогда просто купим его знакомым каких-нибудь полезностей? Каких же? Ну, не знаю. Что обычно едят люди, когда присылают? Например, мед и фрукты. Да, апельсинчика и меда тоже можно, потому что хорошо помогает при простуде. Ну вот и решили, возьмем каких-нибудь полезностей и отвезем знакомого профессора. Полезных продуктов мы накупили. Теперь надо ехать. Кто знает адрес? А разве адрес не был на той же бумажке, что и список? Да, точно. Профессор же на обратной стороне написал. Я это точно помню. Ну вы серьезно? А раньше вы этого вспомнить не могли? Без адреса мы никуда не уедем. Я же сразу говорила, что надо звонить Абулаю Саятовичу. Эй, давайте без паники. Адрес я как раз запомню. Ты уверен? Полностью уверен. Странно слышать это от человека, который сказал, что не потеряет список, и в итоге его потерял. Аделя, хватит придираться. Сказал же, на этот раз не подведу.
Раз так, тогда чего мы ждем? Вызывай такси, Алиби. Считайте, машина уже здесь. Надеюсь, он и вправду запомнил адрес. Я тоже. Неохота проехать полгорода и оказаться вообще не в том месте. Нам сюда. Ты уверен? Да, полностью уверен. Стучи тогда. Алиби, если ты так уверен, то почему никто не открывает дверь? Может, подруга профессора куда-то ушла? Ты забыла, она заболела, никуда не выходит. Вот поэтому мы к ней и приехали. Может, она просто уснула и нужно постучать громче? Нет, все, я звоню Аблайсу, я отвечу. Алло? Здравствуйте, Аблайс Саядович. Мы вот пришли к вашей подруге, но она почему-то не открывает. Будьте добры, можете, пожалуйста, позвонить и попросить ее, чтобы она нам открыла? Угу. Спасибо большое. Алиби, хватит. Признай, что ты привез нас не туда. Ну, это тот адрес. Ребята, вы от Аблай Саятовича? Да. Заходите. Здравствуйте. 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 Роза Татья, как вы себя чувствуете? Да не очень. Что-то горло болит, голова, да и насморк замучил. А мы вам много полезных продуктов купили, чтобы вы поскорее выздоровели. Да, например, мед. О, на мед у меня аллергия. Тогда поешьте фруктов. У них много витаминов. Фруктов мне нельзя, у меня сахар повышается. Может, тогда апельсинчика? Цитрусовый? На цитрусовый у меня тоже аллергия. Кожа покрывается сыпью. Разве вас Аблай Саятович не предупредил? На самом деле он нас предупредил, просто мы листочек потеряли с списком. Но если хотите, вы можете дать нам новый список, мы сбегаем в магазин и принесем. Не надо. Завтра, послезавтра сам Аблай Саятович приедет и все привезет. А до этого вы что делать будете? Что-нибудь придумаю. Ну, если мы еще чем-то сможем помочь, только скажите. А кому-нибудь из вас уже 18 есть? К сожалению, нет. Жаль. Я думала вас в аптеку отправить, но несовершеннолетним лекарства не дают. А у вас аптечка есть? Вдруг там найдутся какие-то лекарства? Там ничего, кроме йода и бинтов, не осталось. Ну, еще травы какие-то. А можно посмотреть, что за травы? Да, пожалуйста. Я из этих трав могу приготовить вам очень хороший отвар. У вас боль в горле снизится и голова больше болеть не будет. Да, хорошо. Давайте попробуем. Вот, держите. Мгм. На зеленый чай похож. Вы еще пейте, чтобы голова и горло поскорее прошли. Послушай, и вправду, мне лучше становится. Меньше горло болит и голова перестала болеть. Вот и прекрасно. Я вам этого отвара наварила на 3 дня. Пейте по 4 стакана в день. Также еще не забудьте сходить к терапевту, я вас записала на послезавтра. Большое спасибо. Не за что. Я у вас еще в аптечке видела тонометр. Давайте измерю вам давление, пока мы не ушли. Слушай, ну столько про медицину знаешь. Да, признавайся. Как ты научилась готовить отвары из трав? Как еще и мерить давление через тонометр? А? Никто меня не учил. Мне просто нравится смотреть видео про медицину, там много чего полезного рассказывают.
Надо же, а мы и не знали, что ты таким увлекаешься. Да как-то повода не было рассказать. Ну, теперь, если у меня голова заболит, я сразу попрошу Риму сделать мне целебный отвар. Ну что, пойдем к профессору Абулай Саятовичу, расскажем, как все прошло. Да, давайте. Да. Пойдемте. Вернулись, Абулай Саятович. Ой, ребята, присаживайтесь, пожалуйста. Ну что, рассказывайте, как сходили, как там дела у тети Розы? Ну, сходили мы, в общем-то, хорошо, но без приключений тоже не обошлось. Да? Какие приключения? Да, я бумажку потерял, но мы все равно справились. Нам очень повезло, что Рима разбирается в медицине и смогла помочь вашей знакомой. Да, Рима приготовила для тети Розы отвары из трав, измерила ей давление, так еще и терапевту записала. Да. Ой, какая молодец. Значит, сегодня ты была как настоящая медсестра, да? Что-то вроде того. Ну, молодец, молодец. Спасибо вам большое, ребят, спасибо. Да не за что. Нам самим интересно было. Серьезно? Ну, мы, наверное, пойдем? Ребята, задержитесь ненадолго. У меня к вам есть еще одна личная просьба, небольшая. Мы вас слушаем, Абулай Саятович. Тут такое дело. Всем привет, пап. Привет. Я мастера нашел, на завтра тебе замок поменяет утром. Тимур, привет. Ты знаешь, я как раз хотела вот о ремонте поговорить с ребятами. Насчет ремонта? Да, вы понимаете, ребята, я хочу в своем доме кое-что изменить. Ну там пол, мебель, стены. Поможете? Но, Абулай Саятович, мы же не строители, мы в этом не разбираемся. Ничего строить и не надо. Мне просто нужно от вас совет, ваше видение. Ну, что можно изменить в этом доме? Может быть, какие-то стены покрасить в другой цвет. Какие-то новые какие-то решения хотелось бы от вас услышать. Ну, я думаю, если так, то можно. Ну и отлично. Тогда жду вас завтра с интересными решениями и с новыми идеями. Хорошо? Хорошо. До свидания. Спасибо. Спасибо, ребята. Пока. Счастливо. Ну и чё, и как они справляются с твоими заданиями? Отлично справляются. Ребята просто большие молодцы. Я, кстати, недавно заезжал к тете Розе. Ты ее, оказывается, в авантюру в этот тянул. Ну, во-первых, это никакая не авантюра. А во-вторых, тетя Роза действительно приболела. Ну и ребята согласились мне помочь и помогли Розе тоже. Пап, ну твои подопечные даже не знают, что ты им эти задания не просто так даешь. Ну а пока им знать ни о чем не нужно будет. Для них это будет даже полезнее. Ладно, пап, тебе виднее. Мне пора. На днях еще заеду. Хорошо. Тимур, передай Еркену, пусть готовится. Ну если опять никто не придет. На этот раз все получится. Я просто уверен в этом. Ладно, я побежал, пап, ехать надо. Давай, пока. Так, значит, у вас уже все готово? Да мы хоть сейчас можем показать все, что у нас получилось? Отлично, с удовольствием посмотрю. Тогда давайте первые мы с Ростова. Прошу вас. Во-первых, мы хотим сделать ваш дом более ярким, добавить туда по-настоящему сочных красок. Да, и стены, и пол на кухне можно сделать зеленым, а технику желтым или красным. Получится как бы отсылка к природным цветам, к траве и к солнцу. Да, и в остальных комнатах тоже можно добавить природные цвета. Например, в спальне потолок можно сделать синим, а в гостиной голубым. Ребят, ну вы там вообще все цвета радуги собрали. А у нас концепция такая, мы считаем, что жизнь вообще должна быть яркой. Ну что ж, ребята, ваша идея действительно очень красочная и яркая. Но я пока не готов к таким кардинальным переменам, так что извините меня, пожалуйста. Ну кто следующий? Абулай Саятович, может вам подойдет то, что мы с Римой подготовили? Давайте, Вот показывайте. мы подготовили инструкцию шаг за шагом. Так. На этих страницах и цвета указаны, и материалы. Там еще заголовок есть, как-никак 68 страниц. Да. Ребят, замечательно, вы на славу потрудились. Но, боюсь, с такой объемной инструкцией мой ремонт затянется на долгие-долгие годы. Спасибо. Кто еще? А как насчет такого дизайна, Абулай Саятович? Я в интернете нашла. Думаю, неплохой вариант.
Аделя, это же не твоя идея. И что? Зато тут все понятно. И можно сразу выбрать, что нравится. Так, Аделия, очень интересно. Я обязательно познакомлюсь. Ну а что предложит нам Тенерис? Да, но мне на подготовку понадобится немного времени и ваш ноутбук. Можно? Конечно, можно, но ноутбук находится в той комнате. Сходи, пожалуйста. Конечно. Да, ребят, молодцы. Спасибо большое. Вы просто на славу потрудились, и мне очень приятно. Сейчас посмотрим, что предложит нам Тенерис. Готово. Поразительно. Эта комната похожа на мою гостиную. Только с более ярким и новым ремонтом. А это и есть ваша гостиная, Абылай Саятович. Угу. Я сфотографировала ванную, спальню и прихожую и выставила специальную программу для дизайнеров. Интересно, здесь видно более наглядно, чем в журнале. А также в этой программе я посчитала количество и стоимость всех материалов, которые потребуются в ремонте. И вся эта информация есть на флешке. Молодец, Тенерис. Ты проработала как настоящий дизайнер. Но ты меня сильно удивила. И не только вас. Мы тоже не знали, то, что она так классно работает в программе для дизайнеров. Да, почему ты нам ничего не рассказывал? Ну, я просто не думала, что вам будет это интересно. Да нет, нам очень интересно. Идемте, посмотрите, как она сделала. Вау. Да. Потрясающе. Ничего себе. Реально круто. Ребят, вы отлично постарались. Когда я начну делать ремонт, я обязательно воспользуюсь некоторыми вашими идеями. А, Тенерис, тебе отдельное спасибо. Твой дизайн я использую в своем ремонте. Пожалуйста, Абылай Саятович, была рада помочь. Спасибо. Спасибо. Друг прислал сообщение, у него завтра выставка. А что за выставка? Ваш друг художник? Да, художник. И очень талантливый. Но, к сожалению, малоизвестный. Поэтому к нему приходит мало людей. А жаль, он от этого очень сильно расстраивается. А мы можем ему как-нибудь помочь? Да, мы могли бы привлечь внимание к выставке вашего друга. Если честно, ребят, мне просто уже неудобно вас о чем-то просить. Не волнуйтесь, если все получится, мы будем только рады. Ну, даже сами придем. Серьезно? Ну хорошо, коль хотите, помогите. А ты, профессор, уже скинул информацию насчет выставки его друга? Да, как раз ее просматриваю. Тут сказано, где и какое время будет выставка. Даже указан контакты самого художника. Перешли в общий чат, чтобы все видели. Хорошо, сейчас. Каков план? Как мы соберем людей на эту выставку? Ну, можно расклеить листовки. Люди будут проходить мимо и увидят их. Хорошая идея. А чтобы листовки точно заметили, я сделаю яркий дизайн. А я буду заниматься постами в соцсетях. Я тебе помогу. Я попрошу всех своих знакомых сделать максимальный репост. Договорились. Аделя, Алиби, а вы чем займетесь? Мы еще подумаем. Да, вы пока идите, а позже увидимся. И что мы будем делать? Я понятия не имею, как уговорить людей пойти к выставке неизвестного художника. Точно, нам же надо сделать его популярным. Как это? На телефон снимать умеешь? Да, умею. Пошли по дороге, все расскажу. Пошли. Вы закончили? Да, листовки по всему парку расклеили, целых 200 штук. Да, и в остатке остались такие. А вы посты в соцсетях опубликовали? Да, и посты, и репосты, и в статусы выложили. Короче, сделали все. Остается только ждать. А где Аделя и Алиби? Да, чем они занимались? Не знаю, мы их не видели. Да, мы уже здесь. Хорошо, ждем вас. В общем, я созвонилась с художником, он сейчас подойдет. И мы возьмем у него интервью. Как это? Я лично не умею брать интервью. Этим я займусь сама. Ты, главное, снимай все на телефон, хорошо? Ладно, снимать на телефон я люблю, но я не пойму, что мы потом будем делать с этим интервью? Ну как что? Загрузим на YouTube, TikTok, Instagram. Главное, чтобы его увидело как можно больше людей. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я Эркан. Это вы звонили мне насчет интервью? Да, мы. Вы готовы с нами поговорить? Да, готов. Хорошо, Алиби, снимай, пожалуйста. Еркан, скажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь творчеством? Ну, первую свою картину я нарисовал в 6 лет. Это был пейзаж. Еркан, спасибо вам большое за интервью. Всего вам доброго и творческих успехов. Угу. О, Вы уже здесь? Мы там интервью снимали. Мы знаем, мы его только что посмотрели. Вы молодцы, ваше интервью в топы залетело. Да, их уже 3000 человек просмотрело. ого. Да. Ты смотри, да, хорошо. Теперь о друге Абая Саятовича все узнают. И куча народу придет на выставку. Да? Блестящая работа, ребята. Вы все сделали, как настоящий оператор и журналист. Как у вас это получилось? Да мы сами не знаем. Просто получилось и все. Наверное, у нас какие скрытые способности просунулись. А я сразу говорил, что вы все очень талантливые ребята. Просто вы до конца в это не верили. И поэтому мало кому показывали свой талант. Вы правы. Мы даже друг другу не говорили об этом. Потому что знать свои слабые стороны – это очень полезно. А знать свои сильные стороны еще полезнее. И это вам пригодится в жизни. Абылай Саятович, мы, наверное, пойдем переоденемся. Скоро ведь выставка вашего друга, не хотелось бы опоздать. Да, конечно, идите, а на выставке увидимся. Хорошо, Ну, давайте, пока. Пока, ребят. Поздравляю, пап. Ты выиграл спор. И с выставкой Эркана у тебя тоже все классно получилось. Потому что я с самого начала верил в этих ребят. А почему ты не сказал, что их обучение оплачу я? Пусть сначала решат, куда будут поступать. Ну а потом для них это станет приятным бонусом. Спасибо, сынок. Спасибо.